Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня по многочисленным просьбам моих подписчиков я повторно буду снимать рецепт трехслойного лимонного пирога. Это очень популярный пирог, он набрал 1 600 000 просмотров, очень много было хороших комментариев и очень много было не очень хороших. Я в этом видео постараюсь учесть все ваши советы, пожелания. Сейчас будем снимать этот пирог и делать этот пирог. Для этого нам понадобится 400 грамм просеянной муки. Сюда добавляем пол чайной ложки соли и чайную ложку сахара. Добавляем 10 грамм разрыхлителя. Размешаем. Добавляем 200 грамм сливочного масла. Масло можно натереть на терке, но я в этот раз просто нарезала. Сейчас из муки и масла будем делать крошку. Вот такая крошка у меня получилась. Сейчас сюда добавляем 1 яйцо и 200 мл кефира. И будем месить тесто. Тесто долго месить не надо, его просто нужно будет собрать в ком. Вот такое очень мягкое тесто у меня получилось. Сейчас я ее уберу в холодильник, пусть пока отдыхает минут на 20. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 1,5 лимона. Вот один такой довольно-таки большой, ну средний можно сказать, и еще пол-лимона. В том видео я положила 1 большой лимон. Много было разговоров о том, что мало начинки. Вот поэтому я сегодня хочу попробовать положить побольше. Посмотрим, что у нас с вами получится. Лимон надо будет нарезать, убрать косточки и пробить блендером. Вот 1,5 лимона я пробила блендером. Сейчас к нему добавляю 250 грамм сахара. Еще добавляю 2 столовые ложки сверху муки. И все хорошенечко размешиваем. Вот такая будет у нас начинка. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать пирог. Делим ее на 2 части. Это у нас будет низушка пирога. А вот эту часть делим еще на 3 части. Это у нас будут слои. И пока уберем. А низ пирога будем раскатывать. Диаметр сковородки у нас 34 сантиметра. Я его помазала растительным маслом. Тесто очень мягкое. Вот эту вот нижнюю часть можно даже раскатывать руками прямо на сковородке. Делать бортики. Тесто я раскатала. Сейчас буду укладывать ее на сковородку.
Тесто я равномерно уложила, сделала бортики. Сейчас нашу начинку визуально делим на 3 части. И одну часть кладем на тесто. И хорошенечко, равномерно распределяем по всему тесту. Сейчас будем закрывать этот слой. Здесь одна косточка попалась. Косточки обязательно надо убирать, иначе будет горчить. Сейчас будем закрывать эту часть. Тесто между слоями должно быть очень-очень тоненькое. Где-то миллиметра 2, наверное, толщина, не больше. Очень-очень тоненькое тесто надо. Иначе оно не пропечется, будет невкусно. Вот так вот кладем. Кладем еще одну часть начинки. Так равномерно распределяем. Сейчас кладем второй кружочек. Тоже будем закрывать начинку. Вот это тесто между слоями, толщина, как я сказала, вот где-то 2 миллиметра, а низушка сама где-то 4-5 миллиметров, самое нижнее тесто. И кладем остальную начинку, сколько у нас осталось, все сюда кладем. Все равномерно распределяем. Сейчас будем закрывать наш пирог. Тесто я раскатала. Оно такое же тонкое, как между слоями, но чуть-чуть потолще и чуть-чуть побольше. И будем защипывать наш пирог. В центре пирога делаем небольшую дырочку, чтобы крышка у нас не поднималась. И край пирога будем обрабатывать косичкой. Эту косичку я уже очень много раз показывала. Ну, кому интересно, посмотрите еще раз. Кто не умеет, поучитесь. Кто умеет, просто посмотрите. Это делается очень легко и просто. Верх пирога смажем желтком с молоком. Пирог печем при температуре 180 градусов где-то 25-30 минут, пока не зарумянится. Наш пирог готов. Смотрите, какой он красивый получился. Румяный такой, красивый. Сейчас мы его попробуем разрезать. Он уже остыл. Горячим его резать нельзя ни в коем случае, иначе он потечет. Он уже остыл. Тесто очень мягкое, нежное. Крошится прям. Вот, смотрите, какой пирог получился. Очень-очень вкусный. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится и у вас все получится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.